высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, а персонально ваш сегодня общественник. Правильно я представляю? Сегодня, наверное, нужно сказать еще и председатель Курултая, потому что мы будем говорить об этом органе Всемирного Курултая Башкир Азамат Галин. Здравствуйте. Добрый день. Наверное, с Курултая начнем, потому что Курултай впервые за долгое время, последний год, наверное, точно не делал таких громких заявлений, а тут вдруг сделал заявление, что, в общем, не нравится Курултаю Башкир, что происходит с языком. Считают они то мнение, которое было озвучено прокуратурой однобоким, и будут собирать, вот такой съезд. Насколько это ожидаемо или неожиданно для вас? Вопрос, конечно, интересный в том плане, что правильно было сказано, да, Всемирный Курултай Башкир, он был как бы выключен из этих процессов, и здесь их к этому заседанию простимулировал один из активистов Всемирного Курултая Башкир. Достаточно молодой, я бы даже сказал, перспективный общественник, несмотря на своеобразную стилистику его письма, если вы его читали, в нем очень, я бы сказал, оно очень содержательное, да, и надо обратить, выражаясь словами автора, на некоторые формулировки в его письме. Там было написано: «Процесс подставы Путина запущен», да. Если, допустим, без иронии проанализировать все эти процессы, это запрет, скажем так, снятие ограничений на обязательное изучение национальных языков, взять ту же самую Матильду, историю вокруг фильма, да, Матильда, взять события, которые здесь развивались с этими Рохинджи, и много чего другого. Это же все эти события нужно рассматривать сквозь призму борьбы башен Кремля за влияние. Раз, на Путина, два, скажем так, за будущего преемника. А где здесь башни и языки? Башни в Москве, а языки-то здесь или нет? Все эти процессы нужно, я еще раз повторю, все эти процессы, они имеют один источник происхождения. Это сугубо, по моему мнению, идет борьба нескольких сил за то, чтобы, скажем так, говорить о том, кто контролирует внутреннее пространство, да, кто контролирует внутреннюю политику. И если, допустим, берем лагерь силовиков, с одной стороны, да, и берем лагерь, скажем так, либералов, которые на сегодняшний день могут сказать о том, что они там отвечают за внутреннюю политику. Системных либералов. Да. То в этой части, это мое мнение, нужно рассматривать именно сугубо с этой стороны. И какие-то локальные конфликты, которые происходят в регионах, сами делайте выводы, кому они могут быть, допустим, на руку, да? Вы знаете, я понимаю вашу теорию, но сразу постараюсь, чтобы далеко не уходить от этого. Обычно, когда башни Кремля борются за что-то, то Владимир Путин, он не участник борьбы, да, он арбитр. И если он что-то сказал, значит, так и будет. По идее. По крайней мере, так это раньше работало. По языкам не какие-то башни выступали, а выступил непосредственно президент сразу. Это что означает? Это значит, что он теперь за какую-то из башен играет? Или это значит, что это окончательное решение, а вся борьба была под ковром? Это проявление влияния одной группы, да, то есть демонстрации того, что одна из групп в данном вопросе, скажем так, превалирует. Их мнение превалирует. Нужно поступить именно таким образом. То есть включились определенные силы, определенные алгоритмы для того, чтобы первое лицо в государстве убедить в том, что это необходимо было сделать. Хотя по факту, если бы, допустим, в данной ситуации управляли бы процессом именно системные либералы, то они бы сказали: давайте мы ситуацию оставим так, как было это при, допустим, Борисе Николаевиче. Да?
допустим. Да, допустим, да, пусть они изучают свои языки. Зачем нам на сегодняшний день эту ситуацию обострять? А зачем тем, кто против этого, нужно обострять? Для того, чтобы отодвинуть, я так понимаю, системных либералов от этого процесса. Вопрос языков в республиках... Это один из аспектов, который может... Как он вообще влияет? Он может дестабилизировать ситуацию. Ага. Это очень серьезный фактор. Вот возвращаясь к тому вопросу, почему Курултай подключился. Да? Курултай подключился по нескольким причинам. Во-первых, два события. Первое, здесь нужно анализировать то, как руководство региона вообще в целом отреагировало на это задание президента. На ваш взгляд, как? Абсолютно бездарно, и мне кажется, что вот все эти эфиры, обсуждения, касающиеся вопросов языков, нужно было именно обсуждать то, как наше региональное руководство принимало меры для того, чтобы ситуацию стабилизировать. Что делает наш региональный руководитель? Спрятал голову в песок, выдвинул на передний план женщину, которая, в общем-то, не министром должна работать, а сидеть вахтером в этом здании, где находится министерство. Ох, как вы жестко. А почему вы так оцениваете ее Я работу? скажу сейчас, почему, и выпускать какие-то пресс-релизы, которые не сглаживают ситуацию, а наоборот ее обостряют. Что должен был бы, например, делать грамотный руководитель? Мы должны были собраться, сказать, вот у нас есть бюджет, у нас есть, допустим, условно 2-3 миллиарда рублей, давайте мы направим на то, чтобы, мы сейчас возьмем и выделим гранты для всех желающих изучать башкирский язык. Мы будем устраивать там, условно, какие-то языковые туры, усиленный башкирский английский. Угу. Мы сейчас будем выделять гранты на национальные детские праздники на башкирском языке. И, понимаете, это можно было легко все это напряжение снять. Понимаете, да, поле можно было успокоить. В некотором смысле залить проблему деньгами. Почему нет? Угу. Не просто залить проблему деньгами, а действительно сделать то, что могло бы башкирский язык сделать действительно, скажем так, в определенной степени, если хотите, популярным, среди тех людей, которые здесь живут. По крайней мере, обратить внимание на то, что этот язык многообразен, что этот язык можно изучать хотя бы только для того, чтобы поехать в любую страну, допустим, в ту же самую Турцию, и без проблем, допустим, общаться и понимать друг друга. И на все это можно было бы приложить усилия, а если работать в стиле нашего регионального руководства, то это спрятать голову и выпускать пресс-релизы. Вот два абсолютно разных стиля управления. Именно поэтому я считаю, что этот человек должен сидеть вахтером, а не министром. Давайте я попробую оппонировать вам. Нельзя сказать, что власть просто спрятала голову в песок и ничего не предприняла. Был, как футбольным термином выражаясь, такой финт, да? Хорошо, если нам нельзя сделать обязательным для всех башкирский язык, мы сделаем предмет Уфа, история Уфы, уфоведение, чуть не сказал уфология, как коллеги с МКСЭТ, видите, как вложили это слово, уфоведение или краеведение какое-то, и в рамках этого будет в том числе и язык. Разве не красиво? Давайте так, говорить вещи своими языками. Вот эта проблема, вот этот конфликт, он вошел в каждую семью. В каждой семье на сегодняшний день даже самые, скажем так, умеренные и даже самые, пусть будут я не знаю, лояльные люди на сегодняшний день пережили этот конфликт, поучаствовали в нем в той или иной степени, и 16 сентября прогнозируется огромное количество людей, которые придут, так скажем, с моей легкой руки на ярмарку. И дай бог, чтобы случилось так, у нас вроде господин министр внутренних дел, я имею в виду Деева, он вроде такой человек умеренный, осторожный. Я думаю, что у них найдутся силы и способности для того, чтобы, скажем так, дать людям высказаться, и не применять в отношении этих людей силу, потому что насколько мне удалось общаться с теми, кто хочет прийти на этот митинг, среди них очень много девушек, среди них очень много матерей, и я отметил одну очень большую особенность этих людей от тех, которые могли бы прийти вчера. Эти люди готовы к тому, что в отношении них будет применяться сила.
Понимаешь, да? Вот в чем особенность вот этого митинга, который может состояться 16 сентября. А вы его для себя как называете? Это митинг разрешенный, неразрешенный, согласованный, вот смотрите, вот меня в этой ситуации, те ребята молодые, которые заявили организацию вот этого, да, митинга, они могли действительно стать, ну, скажем так, политической силой с учетом того, что это движение приобретает массовый характер. Но скажем так, из-за того, что они допустили первую ошибку, они назначили его, все-таки, вот как ни крути, на тот день, который еще в июне 2017 года был назначен как ярмарка. Понимаешь, вот в июне 2017 года я знал, что там будет ярмарка, я полгода готовлюсь к этой ярмарке, это на самом деле так. Понимаешь, это не просто так вот взять. То есть не власть придумала. Не власть это придумала, да, то есть это на самом деле это ярмарка. Вот для нас ярмарки, для колхозников, они имеют очень большое значение. Потому что они говорят, возьмите, перенесите свою ярмарку в другое место. Ну как мы ее перенесем? Приду я на улицу и встану, буду говорить, вот моя ярмарка теперь здесь. Понимаешь, ты же не пойдешь туда. То есть люди готовы прийти на эту ярмарку. То есть и запланированы определенные объемы. Меня вот в этой ситуации возмутило только это. Вот. Можно было, допустим, легко пойти на уступки и сказать, в этот же день ярмарка. Давайте мы сделаем это, допустим, там, не 16-го, а 18-го. Вот нет ярмарки. Я думаю, что администрации города Уфы, понимаешь, им глубоко наплевать на эту проблему, они бы разрешили. То есть это не их бы проблема? Абсолютно. Это проблема республики, а не города, поэтому конечно, понимаешь, да, то есть они бы разрешили. Зачем нужно создавать вот эту конфликтную ситуацию? Они бы сказали, да, хорошо, ребят, хотите, вот, пожалуйста, проводите. И тут закрутилось вот это. А это ваш митинг? Вот вы на него пойдете? Это мой митинг. Вот это мой митинг, и меня, как и любого другого человека, несмотря на всю мою лояльность, этот вопрос у меня тоже вызывает неоднозначную агрессию. И вот таких людей очень много. Я тебе еще раз говорю, я разговариваю с родителями, особенно с мамашами, те, которые вообще никогда не поднимали национальные вопросы, их это очень сильно возмущает. И я еще раз говорю, приедут очень много людей на этот. Это будет самый массовый митинг. И поэтому я обращаюсь к правоохранительным органам, проявите сдержанность в этой ситуации. Давайте не будем обостряться. Потому что люди едут, высказать свою позицию, давайте пусть они выскажутся, раз уж так случилось, да, то есть уже процесс не остановить, я думаю, что даже организаторы его уже не могут остановить, понимаешь? +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений. Это вот, кстати, я, извини, перебил, да, это, мне кажется, вот это одна из причин того, что вот утром вот в эфире эти ребята вдруг, понимаешь, как-то засуетились, замялись, да, Я скажу, о чем была речь, да, Руслан Габасов, один из организаторов, тех людей, который там подавал заявку, в том числе и на 2 число, на 24-е, несмотря на то, что это, в общем, возможность рассказать, да, и привлечь внимание, может быть, к проблеме, они, в общем, закрылись, они ничего не комментируют и как-то вот в глухой обороне. А потому что, на самом деле, это движение уже ими не контролируется. Это приобрело массовый характер. В сетях идет там рассылка, каждый друг другу сидит, это сообщение на башкирском языке уже передают друг другу. Это сообщение написано на башкирском языке. Вы его даже, если даже, может быть, прочтете, но не поймете. Это написано для башкир. И они приедут. И будет очень много людей. Поэтому игнорировать эту проблему нельзя. И когда мы говорим о том, что происходит борьба между башнями Кремля, нужно понимать, да, вот эту вот ситуацию, что локальный конфликт какой-то региональный. Понятно, что такие вещи, они зреют годами, да, вещи зреют годами. Но что сейчас стало катализатором, на ваш взгляд? Высказывание Путина, прокуратура? Хамитов. А что Хамитов такого сделал, чтобы вызвать такое? Вот смотри, именно благодаря тому, что регионом руководит Хамитов, вот эта проблема, она разрослась, да, и приобрел такие масштабы. Когда начался демонтаж республики? То же самое в Татарстане сейчас происходит. То же самое. Там официально появились дети, которые добились уже того, что они будут учить татарский язык. Абсолютно разные ситуации. Демонтаж республики, нашей Башкирской республики, начался при Рахимове. Именно тогда, когда отменили, первое, это выборность, да, то есть и Рахимов был одним из тех губернаторов, который поехал к Путину и который сказал, я с удовольствием за отмену, и я вас поддерживаю. Это было в 2003 году, так сделали все. Да, это было наглядно всем продемонстрировано, и наши, в том числе башкирские национальные организации, все это проглотили. Именно только потому, что у руля стоял Рахимов. И если бы на сегодня же верните на 5 минут сюда Рахимова,
все, проблема языка исчезнет. Не будет ее. Это вот эта волна негатива, которая идет на фоне вот этого языка, да, вот это обострение, да, она стала такой именно потому, что здесь находится Хэмилтон. Но нельзя, еще раз, да, вот обращу внимание, нельзя жить в космосе, да, то есть вокруг тоже происходят вещи разные. И в Татарстане то же самое происходит, и, я не знаю, в Чувашии то же самое происходит. В большинстве республик, где население не 98%, да, как, например, в Чечне и в Ингушетии, везде такая проблема сегодня. В то, какую проблему это может перерасти, это будет только у нас. Если будет серьезная конфликтная ситуация, это будет только у нас. Это не будет в Татарстане, потому что официальные органы власти Татарстана, они не будут исполнять поручения прокуратуры. Хорошо. Они действуют в рамках именно своих внутренних политических убеждений. Если они будут считать целесообразным отменить эту норму, они ее отменят. Я, Азамат, вот тогда что хочу понять еще раз, да, возвращаясь к теме Всемирного Курултая Башкир, который выступил с заявлением. Вот такие заявления Всемирного Курултая Башкир санкционированы Хамитовым, скорее всего, или нет? Они как инициированы в УП. То есть это не сам Курултай принял такое решение, это вот то управление внутренней политики, которое есть, оно пытается на сегодняшний день каким-то образом ситуацию стабилизировать. Они разослали несколько циркуляров. Первый циркуляр касался того, чтобы предотвратить возможное участие учителей на этих митингах. Найдите инструмент, найдите способы влияния для того, чтобы люди не ехали, для того, чтобы их удержать на месте. Это первое. Второе, попробовать подключить сюда к этой проблеме Всемирный Курултай Башкир как один из в свое время авторитетных органов, который мог бы, да, повлиять на массовое такое общественное мнение башкирское и сказать: мы занимаемся вопросом, мы сейчас напишем письмо Путину, и Путин нас поймет, Путин нас услышит. Да? То есть как бы, ну, вот такая ретроградская чиновничья позиция. Да? То есть, как бы, но на сегодняшний день тоже не работает. Что может сработать? Вот если бы вы сейчас были как раз в ВВП, я не знаю, да, что бы вы делали? Я бы ясно и четко объяснил бы в первую очередь, что я планирую делать в отношении данной нормы, в отношении башкирского языка. И первое, что бы я сделал, как вы выразились, да, я бы сделал так, чтобы к вопросу изучения башкирского языка, здесь, в том числе в городе Уфа, в первую очередь я бы, несмотря на то, что имеется циркуляр прокуратуры, я бы дал официальное поручение не исполнять. Ну, это политическое целесообразие. На сегодня же я бы подключил сюда и госсобрание, я бы подключил сюда и общественные организации, и все бы меня поддержали. Москвы. Ничего страшного. Это 5-минутная стабилизация ситуации. Мы сейчас ситуацию стабилизируем. Мы в первую очередь пришли бы к тому, что это пространство успокоилось. Сегодня в России. Возможно. Поверьте мне, это возможно. Но это ценой собственной должности. Ничего страшного. Ну. Понимаете, это ничего страшного. Нужно на этот шаг пойти. Нужно ситуацию успокоить. Вот когда мы ситуацию успокоим, тогда мы будем разрабатывать уже меры для того, чтобы в последующем сделать так, чтобы этот закон исполнялся. И сделать так, чтобы к изучению башкирского языка, ну, я не знаю, ну, чтобы стояла очередь. Чтобы люди хотели изучать башкирский язык, и чтобы у башкир, которые живут здесь, на этой территории, самая главная проблема в чем заключается? Не в том, что вот, ну, поверь мне честно, за 20 лет, там, я не знаю, существования этой нормы об обязательном изучении башкирского языка, не вышел ни один не башкир из школы, который бы выучил башкирский. Вот именно. Все это прекрасно понимают. Какая тогда? Это просто внутреннее состояние души. Понимаешь? Ну, успокойте нас в этом вопросе, понимаешь? Ну, просто хочу, да? Да. Толка никакого не будет, вот просто хочу. Успокойте нас в этом вопросе, просто нам подскажите, что это наша республика, что мы управляем этой республикой. Вот что нас беспокоит, понимаешь? А не в том, что у нас вот отобрали возможность навязывания обязательного изучения башкирского языка. Ну, добрая половина башкир против этого, понимаешь, навязывания. Но вот ситуация так сложилась, нам говорят: вы не управляете республикой, вы живете в Башкортостане, и об вас ноги вытирают, понимаешь? То есть язык не цель, язык символ. Абсолютно верно.
Я напомню, что мы в прямом эфире, и наши слушатели могут задавать вопросы Азамату Галину, общественнику и человеку, который в свое время возглавлял Всемирный Курултай-Башкир. Вы можете присылать ему вопросы, я с удовольствием их задам, только не забывайте подписываться. Еще раз напомню, номер для СМС +7 927 304 1051. Мы сейчас уйдем на московские новости и сразу после московских новостей продолжим. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок-аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант». Часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. В первой колонке Елизаветы Песковой для издания Forbes обнаружен плагиат, сообщает газета «Ведомости». Колонка под названием «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование» была опубликована 12 сентября. После того, как были обнаружены заимствования, колонку удалили с сайта Forbes, а затем вернули со ссылками на первоисточники. Почти 10 тысяч человек эвакуированы из 8 московских школ после анонимных звонков о минировании, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. По его словам, сообщения сейчас проверяются. Накануне в экстренные службы поступило десятки анонимных звонков об угрозах взрыва на 70 объектах в столице. Как утверждают собеседники агентства, было эвакуировано более 100 тысяч человек. По факту заведомо ложных сообщений о терактах возбуждено уголовное дело. Замдиректору ФСИН Олегу Коршунову предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Коршунов в соответствии с ведомственными документами возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение 2 государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей. Сегодня следствие планирует избрать в отношении обвиняемого меру пресечения. Петренко добавила, что следствие не исключает появление новых эпизодов в деле Коршунова. Московский ландшафтный парк «Зарядье» меняет режим работы. Теперь пускать на территорию смотровую площадку и павильоны будут с интервалом в 15 минут. Это объясняют необходимостью срочно восстановить природу, ландшафт и архитектуру объекта, пострадавшие от вандалов и недобросовестных посетителей в первые 2 дня работы парка. Утверждается, что нанесен серьезный ущерб 10 тысячам растений, часть которых занесена в Красную книгу. Горожане вытоптали их или унесли домой. Ранее неизвестные повредили часть стеклянного купола парка, который сконструирован по специальной технологии. По данным столичных властей, строительство парка обошлось бюджету Москвы в 14 миллиардов рублей. Центробанк не намерен легализовывать криптовалюты или приравнивать их к иностранным валютам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она предупредила об опасности криптомании, сравнив майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами. Накануне глава JP Morgan Джеймс Даймонд назвал криптовалюты мошенничеством. Биткоин отреагировал на это падением, потеряв более 18,5 миллиардов долларов капитализации. Вторая по популярности криптовалюта эфир потеряла более 11 миллиардов. Новая 10-фунтовая банкнота введена в обращение в Великобритании. На купюре портрет знаменитой писательницы Джейн Остин. Как сообщает британский Центробанк, это первая банкнота с тактильными элементами для слепых и слабовидящих людей. В Москве сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь и около 20 градусов тепла. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Отказ. Баш тарту. Незаконный отказ. Законһыҙ рәүештә баш тарту. Незаконный отказ. Законһыҙ рәүештә баш тарту. Суд признал незаконным отказ Курултая рассматривать вопрос о проведении референдума. Суд Ҡоролтайҙың референдум үткәреү мәсьәләһен ҡарауҙан баш тартыуын законһыҙ дип тапты. Суд признал незаконным отказ Курултая рассматривать вопрос о проведении референдума. Суд Ҡоролтайҙың референдум үткәреү мәсьәләһен ҡарауҙан баш тартыуын законһыҙ дип тапты. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, что «Персонально ваш» сегодня общественник Азамат Галин. Мы принимаем вопросы по СМС +7 927 304 10 51. Не забывайте подписываться, дорогие друзья. Я вижу, вопросы приходят, но без подписи я сегодня читать их не буду, только с подписью. Я начну с того, что вот эту часть начну с того, что как раз прозвучало сейчас на башкирском языке по поводу референдума. Да? Сегодня Лилия Чанышева, руководитель штаба Навального, и ее волонтеры сумели в суде оспорить решение Курултая и хотят заставить Курултай провести, по крайней мере, рассмотреть вопрос о проведении референдума по выборам мэров городов, глав муниципальных образований и так далее. Это насколько значимое событие и насколько оно неожиданное для вас? По факту это, конечно, очень большой плевок в юрту Толкачева-Азнабаева. Тут говорить ни о чем, то есть на самом деле, без иронии. То есть было всем понятно, комитет гражданских, условно, свобод, инициатив, да, который возглавляется господином Азнабаевым, он подошел к проблеме чисто на самом деле по-башкирски. То есть предмет не наш, тема не наша, федеральная, законом прописанная, рассматривать не будем. И все, в общем-то, тогда обратили внимание, что есть норма, прописанная там, 131, по-моему, ФЗ, где ясно, четко написано о том, что граждане имеют право... Многострадальность. Да, о том, что, да, имеют право выходить по дому инициативы. Им было отказано же в реализации права. То есть, да, им отказали просто, вы не можете. И я так понимаю, что, в общем-то, и мне сообщили уже оттуда, что они до сих пор сидят, не понимают решения суда. То есть они его еще не переварили, там звучат уже мнения о том, что давайте пойдем, будем его обжаловать. В Курултае? Да, идите, обжалуйте. То есть пусть эта тема станет федеральной, давайте все дружно посмеемся на уровне теперь уже федерального центра. Если, если у вас мозгов не хватает, и вы не понимаете. На самом деле, люди более опытные, чиновники, они нашли бы 1,000,001 способ заволокить этот процесс на другом этапе. То есть не на этом этапе. Они же использовали именно эту часть, они даже не стали его рассматривать. И, в общем-то, я думаю, что судья, не получив никаких дополнительных указаний, приняла то решение, которое она должна была принять по закону. А чего так бояться, в конце концов? Внесут на рассмотрение Курултая. Там все депутаты подконтрольные, проголосуют как надо. Никакого они не боятся. Они же выступают, я же говорю, они подошли к проблеме именно как по-башкирски. То есть, это же принято федеральным законом, да, то есть И, в общем-то, мне кажется, что они перепутали предметы видения с гражданскими инициативами. То есть гражданская инициатива не имеет предмета видения. А они, так как депутаты, да, у нас же есть свой предмет видения, по которому мы должны реагировать.
А тут какая-то федеральная инициатива. То есть, ну, у нас же во всех городах Российской Федерации мэры назначаются, принимаются на договорной основе. Есть всякие разные варианты. Но только не говорите, что Ройзман. Ройзман, он мэр без полномочий. Да, но тем не менее разные даже конфигурации есть. Да? Конфигурация того, кто такой сити-менеджер. В некоторых городах он есть, в некоторых городах нет никакого сити-менеджера. Есть просто глава города, который выбирается депутатом. Ну, вот, к слову сказать, мы сегодня вспоминали с Рамилем Рахматовым, чья это была инициатива первоначально. Это же была инициатива Ради Фаритовича. Ради Фаритович это придумал. Ради Фаритович это внедрил здесь у нас в регионе, когда закон федеральный был принят об общих принципах организации органов местного самоуправления. И я сейчас, вот сегодня как раз сидел, вспоминал, как он воевал с органами прокуратуры именно за то, чтобы утвердить эту норму, да, вот этот механизм. Он тогда боролся с органами прокуратуры, и ему удалось это отстоять и показать федеральному центру, как это замечательно, федеральный центр, что сделал, всю эту практику распространил на территории Российской Федерации. Радуйтесь, за что боролись. Башкир же. Но я все-таки хочу понять. Ну, Лиля молодец. Мы сказали о том, насколько это плевок, да? Да. А насколько это будет иметь какие-то реальные последствия? Верите ли вы в то, что такой референдум может состояться? Ой, вопрос очень сложный, перспективы очень туманные. Если к этому процессу сейчас подключат более опытных чиновников для того, чтобы они все это красиво разрулили и все оставили как есть, я думаю, что, скорее всего, к этой чаше будут склоняться, потому что никто не позволит накануне федеральных выборов еще одну тему будоражить и использовать его как мобилизационный потенциал. Да? Кому это надо? В общем-то, все это заволокитит, и, в общем-то, не будет никаких референдумов по этому вопросу. Хотя, на самом деле, как спусковой клапан это использовать было бы очень, понимаешь, хорошо. Вот как, допустим, как-то синдром Гудкова я назвал, да, то, что произошло там, допустим, как один из спусковых клапанов. Почему бы и нет? Было бы очень полезно посмотреть на эти результаты. Посмотрите на традиции европейских некоторых стран, они там по каждому поводу каждый вторник проводят референдум. И никто не умер. У них там вон все процветает, всякое плохое, то, что нас в России не любят, там содомия и прочее. Чего же мы будем ориентироваться на Европу? Я вот только что хочу понять. Кстати, может быть, это и стало причиной того, что они... Я вот что хочу понять по поводу выборов. Вот вы сказали, упомянули Гудкова. А насколько, на ваш взгляд, следующие муниципальные выборы в Башкортостане могут повторить то, что произошло в Москве? Что это вдруг станет какой-то ареной борьбы? Ну, может быть, даже не муниципальные выборы в Курултае, например. Насколько здесь может развиться какая-то такая сила независимая, которая будет там проводить своих депутатов? Нет, Максим, абсолютно. То есть то, что произошло в Москве, и вот эта вот радость вокруг этого события, и там аналитики рассуждают, там, что произошло там благодаря наблюдателям и так далее. Ну, я знаю систему, избирательную систему изнутри, я знаю, как эта машина работает. Ни один наблюдатель не сможет сделать так, чтобы победил тот кандидат, за которого народ проголосует. Понимаешь, это совершенно невозможно. Ничего себе заявление. Ну, на самом деле это так, понимаешь, поэтому все решается совершенно в других местах. Первыми лицами, как правило, это решается, исходя из его личных приоритетов, кого он хочет видеть в том же самом государственном собрании. Ну, может быть, это так в Башкирии, а в других регионах по-другому. Бывает же, что проигрывают. Где это? Ну, бывает же, что проигрывают. Вот в Москве сейчас. Ну, в Москве это произошло благодаря тому, что решили этих кандидатов размыть, понимаешь, и включить их в определенную игру, для того, чтобы их там заволокитить и посмотреть на самом деле. Да? То есть власть получает очень серьезный аргумент для того, чтобы оппозицию нейтрализовать. Я бы на их месте вообще бы не пошел в эту муниципальную систему. Что там делать? Ну, распределять бюджеты, в конце концов, на благоустройство и прочие дела. В Москве это действительно очень большие цифры, это колоссальные цифры. Да, у них один бюджет одного округа выше, чем, допустим, наш бюджет общий, да, взятый. То есть это немножко другая ситуация, просто вот в 2012 году в очень, я бы так сказал, упорной и сильной борьбе «Справедливая Россия» протащила, там на самом деле так можно сказать, протащили, да, одного оппозиционного кандидата, это Любовь Былышева, в Уфимский городской совет. Ну и что? И все.
Человека размыло, человека заволокитило, человек ходит на комиссии, поднимает все эти бумажки, ни одну инициативу ты самостоятельно там не реализуешь, твой голос в этом потоке теряется. Да, ты понимаешь, есть, то есть, как есть бы... некоторые советы, куда они провели большинство. Эти, да, независимые кандидаты. Там вместе с Яблоком. А там уже сформировалось, что ли? Есть, да, есть. Сформировалось. Я просто не видел, что там, как они сформировались. Ну, хорошо, не будем говорить про Москву. Вот все-таки, раз уж упомянули «Справедливую Россию», тут вот эта история, которая стала известна после встречи с Гаджимуратом Омаровым, да, и жалобами на плохое там финансирование, якобы был уволен директор школы, якобы после этого, да, власти говорят, что в Белорецке, власти говорят, что не поэтому он совершенно, просто уже пенсионный возраст и так далее. Насколько эта история типичная, насколько она, на ваш взгляд... Ну, такая чисто бабаевская история. То есть это такой привет из прошлого? Ну, да. Это такой очень большой привет из прошлого, но я думаю, что эта ситуация стала возможна благодаря вот такой своеобразной особенности, что ли, да, вообще власти в Белорецке. И во времена Муртазы Губайдуловича, и тем более сейчас, ну, Белорецк это был совершенно самостоятельный, скажем так, регион, что ли, он географически находится далеко, и в общем, да, экономически и так очень завязан с влиять политически, влиять экономически вот на этот центр всегда было очень тяжело, приходилось действительно быть дипломатом, да, авторитетным человеком для того, чтобы на власти Белорецка повлиять. Это на самом деле всегда было так. Там есть группы, кланы, ну, как хотите, так и называйте, которые реально управляют этими регионами, они никого ничего не боятся. Правоохранительные органы там сделать вообще ничего не могут. Поэтому здесь есть своя особенность, и эту особенность нужно понимать. И если, значит, власти Белорецка решили там кого-то убрать, да, то есть вполне возможно, что Омаров туда приехал и поднимал какие-то вопросы, которые не совсем, скажем так, нужны, да, властям Белорецки. А региональные власти, не приходится просто соглашаться. Ну, не показывать. На каком уровне такие решения принимаются? Вот по увольнению директора? Ну, скорее всего, мэр позвонил, сказал уволить, его уволили. Вот и все. А мэру кто сказал? Сам мэр принял решение. Ага. То есть это не здесь принимаются такие решения? Нет. Еще один вопрос, который хотел задать, касается башкирского публициста Айрата Делимухаметова, который вышел на свободу. Наверное, стоит у вас спросить пару слов о том, а как, на ваш взгляд, тогда получилось, что его посадили в тюрьму? Заделали, посадили, на ваш взгляд, или нет? Вы ведь знакомы с ним? Я с ним знаком, с Айратом. Мы с ним общались, и я знаком с его взглядом, да, с его взглядами на проблему, там, и в том числе языков, и на проблему, в том числе нормы обязательности, да, изучения башкирского языка, на взаимоотношения федерального центра и регионального центра. В этой части, конечно, нельзя в полной мере назвать его, что ли, там, умеренным, да, каким-то человеком. Да, действительно, в его взглядах встречаются, я бы сказал, в некоторой степени, позиции, которая отличается от традиционной, что ли, да, то есть, как бы, есть проблема, допустим, нужно проблему решать, допустим, эволюционным путем. Он может сказать, давайте мы не будем проблему решать вот эволюционным путем, а вот как пример просто, да, я не сравниваю, как, помните, у Саакашвили было, как он в Грузии боролся с коррупцией. Вот там Минюст, да, Минюст, допустим, есть, Минюст, допустим, это коррупционеры. Что делал Саакашвили? Он брал и полностью увольнял там весь Минюст. И вот этим он отличается от нас. То есть он более радикален, скажем. Он более радикален, но в то же время он не является человеком, которого можно было бы назвать сепаратистом или экстремистом. И все эти процессы, которые вокруг него ведутся, они всегда были политическими. То есть вы согласны с оценкой мемориала, что он политзаключенный? Он политзаключенный, и во всех этих смыслах я поддерживаю, значит, их заявления. Дело в том, что вот даже взять эти публикации и взять экспертное исследование, да, исследования, на основе которых возбуждались эти дела. Но не то, чтобы назвать их безупречными, язык не поворачивается. Понимаешь, да? То есть, как бы, там они могут взять любое слово, допустим, вот наш с вами разговор в эфире.
Но они могут легко взять и подписать, что мы с вами здесь говорили на какие-то там... Я только вопросы задаю, говорили только вы. Ну, понимаете, да? То есть, как бы здесь любое выступление, я с большей уверенностью, вот у нас в этом отношении Владимир Вольфович Жириновский, он более радикальный, чем Айрат Дильмухаметов. И в этой части, конечно, все это время, которое он проводил, значит, заключение, это, конечно, время было такое, ну, несправедливым. Второй его срок, я считаю, в большей степени связан с тем, что они почему-то резко увлеклись Украиной, что ли, да? То есть, как бы. Вот я считаю, что это вызвано только этим. А что значит Украина? Ну, что-то они там, какие-то действия там проводили, по-моему, если не ошибаюсь. Роберт Загреев, это человек, с которым они вместе вели редакционную вот эту свою работу, публицистику. Вообще, по-моему, жил на Украине и был задержан, когда у него там паспорт закончился, он приехал его здесь обновлять. То есть, как бы, я считаю, что это больше связано с какими-то вот такими процессами. Хотя, на самом деле, сделали из человека, вот, ну, скажем, политического заключенного. Он вышел на свободу, однако ему по решению суда еще 2 года запрещено заниматься публицистической деятельностью. Ну, во-первых, я не юрист, я не понимаю, что входит в это определение публицистическая деятельность, да, и что значит нельзя ей заниматься. В архив писать. Ну, видимо, как-то так, или не знаю, давать интервью, это уже публицистическая деятельность. Наверное, да. Ну, то есть, вот несколько таких моментов, которые мне не до конца понятны, но, тем не менее, его выход на свободу сегодня имеет значение для, например, такой организации, как Конгресс башкирского народа, или нет? Или вот он действительно он не ретроград. Он будет выключен из всех этих процессов? В Конгресс башкирского народа он не пойдет однозначно, потому что там сидят трусливые ретрограды, чиновники, да, которые поддерживают Путина. Вот и все. То есть, как бы, и этим объясняется вот то, что ни одна из инициатив Конгресса башкирского народа не приобрела такую популярность. То есть нужно быть же откровенным до конца, если ты откровенен. То есть если ты выступаешь в защиту башкирского языка, ты уж, пожалуйста, выйди и публично скажи. Мы с вами, по-моему, это обсуждали. Кто стал инициатором? Именно вот... Кто заявил, да. Кто заявил об этом? А они говорят, мы вроде бы за изучение башкирского языка, и в то же время мы за Путина. Как такое бывает, я понять не могу. Ну вот Дильмухаметов в этой части, он будет, наверное, более откровенен и скажет все. То есть, как бы, да, хотя он против, значит, обязательного изучения башкирского языка. Кстати, поэтому, да, как интересно. Поэтому ну, по крайней здесь, мере, был, да? Да, если его взгляды не изменились. Поэтому здесь, знаешь, я однозначно уверен в том, что он не будет с ними, и он однозначно не будет ни в Курултае башкир, и есть движение, есть молодежные движения, которые ему симпатизируют. Это в том числе Башкорт и другие башкирские национальные движения, молодые в основном, и они ему симпатизируют. Вполне возможно, он будет проводить с ними какую-то работу. Я не исключаю, потому что он человек достаточно активный. Но не буду прогнозировать за него, какое у него будущее. То есть, как бы... Да, успею, если получится 2 темы, но вот хотя бы одну. Дело в том, что суд по Александру Филиппову должен был начаться, но он начался как-то так, да, скомканно, сразу же перенесли заседание. Вот это процесс. Насколько это процесс про налоги или это процесс про борьбу за власть в городе? Это процесс про борьбу строителей. Я бы так сказал. Да? Друг с другом. Друг с другом, это раз. Во-вторых, ну это во-первых. А во-вторых, я не совсем согласен с тем, что если сроки давности истекли, человека нельзя привлечь к уголовной ответственности. Человека можно привлечь к уголовной ответственности. Дело можно возбудить. Никто, то есть уголовное право, насколько мне известно, не запрещает возбуждать уголовные дела, если сроки давности прошли. Единственное, решение суда будет, но он не будет заключен под стражу. Суд скажет, все, то есть как сроки давности прошли, ну ты виноват. То есть суд должен сказать, ты виноват. Понимаешь, да? То есть, как бы, но вот с учетом того, что сроки давности прошли, наказание по отношению к тебе применяться не будет. Процесс должен состояться, мы должны разобраться. Хотя странно, да, почему только налоги, почему дальше не смотрят, почему дальше не изучают. То есть, исходя из всего этого, можно сделать вывод о том, что вот этого достаточно. Произошла ротация,
пространство освободили, дальше он нам не интересен. То есть, что с ним будет, это совершенно другая история, совершенно другой вопрос. Вот отлично, что есть еще время. Я как раз прошу про День Республики. Дело в том, что как раз принято решение сильно не тратиться, там салют поскромнее, звезд мировых не звать. Как чиновник бывший в том числе, как вы относитесь? Позитивно к этому? Ну, хотят сэкономить средства, разве не прелесть? Этот праздник стал очень неудобен для региональных властей с учетом складывающихся обстоятельств. Да? Что такое День Республики? Это же, как сказать, день объявления государственного суверенитета Республики Башкортостан. Как объяснить... Подкорректированного потом Конституционным судом. Абсолютно верно. Как объяснить идеологию этого праздника, не совсем понятно. Да? То есть как бы потихонечку мы его сливаем. Стоило бы, наверное, Конгрессу башкирского народа обратить внимание на то, что происходит, да, вокруг этого события. Все-таки это суверенитет. Потом дальше пойдем. В парке Ленина, парк Матросова в народе, стоит стела гранитная, да, то есть как бы здесь в честь объявления государственного суверенитета будет установлен монумент. Будет. Когда-то. Когда? Да, то есть давайте займемся этим вопросом, все-таки этот памятник туда поставим. А то, что Толкачев делает, ну, это, как сказать, говорящая голова, то есть речь вообще не в деньгах. Ну, зря вы так говорите, говорящая голова. Например, на вопрос про то, что он подписался под письмом за освобождение Игоря Изместьева, он говорить отказался. Испугался, что ли? Не знаю. А как вы думаете, почему? Не знаю, может быть, его какая-то определенная история, там, связи с предыдущей властью, может быть, это его все-таки там смущает в некоторой степени. А в целом, вообще, вот для вас история с Изместьевым, это история про что? Про то, как человек оказался жертвой обстоятельств, или про то, как какой-то действительно убийца и бандит попал в тюрьму? Я вот совершенно не знаю, да, вот не знаком ни с Изместьевым, не знаком с его историей, специально не изучал его, просто вот знаком посредством массовой информации. Меня смутило какое обстоятельство. Вот я в какой-то газете, не помню, прочитал, как его арестовывали. То есть там что-то история какая-то непонятная с салютом, что-то он запустил салют где-то рядом там с какой-то резиденцией очень важной. А его дом рядом с резиденцией Путина? Ну, может быть, да. И, в общем, его пришли, арестовали, и пошло-поехало, закрутилось. То есть, как бы... И его освобождение, вот последующее, да, сейчас там стоит вопрос об его освобождении, я думаю, что в общем-то, человек, в общем, сказал все, что нужно было, и его поэтому отпускают. То есть, как бы боятся за то, что человек выйдет там и начнет предпринимать какие-то там действия там, против Рахимова или еще что-то. Я думаю, что это глупо. То есть вам кажется, что не нужно, да, старым элитам беспокоиться за то, что его освобождение может там как-то повлиять? А за что они боятся? То есть я вообще совершенно не понимаю здесь их страхов вот этих, да, может быть, действительно у них там есть какие-то истории там финансовые и так далее, но это уже их разборки, не имеющие абсолютно там к региону, к республике никакого отношения. Я напомню, это был Азамат Галин, общественник и когда-то руководитель Всемирного Курултая Башкир. До свидания. Спасибо, всего доброго. В полном контакте с информацией.